Так, ребята, не удалось подняться на водопад Кейва. Долго туда подниматься. Там еще такие подъемы есть крутые. Велосипед только тащить. Ну, короче, туда подъем часа два где-то, может даже чуть больше. А я уже сюда подъехал к началу пути. Сколько у нас было? Так, 1:30. То есть пока 2-2,5 часа поднимешься, это уже будет почти 4. Туда-сюда, пока еще спуститься, это еще 2 часа. Короче, не успеваем. Надо пораньше выезжать. Намного пораньше. Так, это я сюда поехал. Ну да, сюда. Пяток не сюда, сюда. Да, вот этот подъем сюда. Пока на этой заправке заряжаешься, время идет, темнеет рано. Вон какие горы крутые. Так, ну вот все. Выехали к Красной Поляне. Вон впереди горы. Справа горы, впереди горы. Так, тут сейчас пойдет спуск. Надо бы одеть очки. Верхняя улица Красной Поляны. За отелем Беларусь.
Так, надо бы застегнуться, бо уже не жарко уже на спусках. Так, наверх мы туда не поедем. Поедем сюда. Низом. Так, надо выехать с Красной Поляны до заправки, вернее, надо доехать, чтобы был один этот целый аккумулятор. Да. Пешеходы эти. Тормозят движение эти пешеходы. Шашлычок, там аптека. Да давай уже езжай, смотришь. Рассматриваешь там.
светит, но на улице холодно. Плюс 5. В Адлере плюс 10, где-то плюс 12. На заправку заезжать не будем. Все есть, в принципе. Что-то смотрю, аккумулятор сместился. Дальше переставляться. Аккумулятор поставим нормально. Феррари с открытой крышей. Не холодно. 193 регион. км уже. Да, холодает уже, все. Бабе лето там, все. Хватит. Балдеть. Балдели. Хватит балдеть. Тут, да, на спусках, конечно, хорошо идет парень. Фура пошла. Ветром подуло, как тепло. Да, тут вообще идешь себе 45-48. Аккумулятор сместился. Надо бы поправить его.
Хорошо, что я одел куртку теплую, горнолыжку. Горнолыжная куртка. Так бы, конечно, в той куртке задубел бы. Думал, что одевать или не одевать. Кто-то он попер на велосипеде. Так, если сможем доехать до Вантового моста, то там надо будет переставиться. А то там уже скоро останется одно деление, а с одним делением не хочется по тоннелю ехать тому длиннющему. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Пока два деления. Да, это еще не длинный тоннель, по-моему. Да, коротенький еще. Мы едем домой с Красной, а они наоборот еще только едут. А что они будут ночью ехать назад? Интересно. Или может там живут? Типа живут в Красной Поляне, ездили в Олимпийскую деревню. Может быть и так. Все может быть. Так, ну пока еще два отделения. Да, жалко, на водопад Кейва, блин, не поднялись. Там, конечно, да, подъемы такие затяжные, там именно ехать никак. Нереально там ехать. Наклон такой именно крутой. И если бы наклон был бы листья одни и земля, то еще, может быть, и можно было ехать. А так там листья, под ними камни, ветки, корни. И вот это все в перемешку. Это жесть. По такому этому грунтовке такой не поедешь. Тем более на подъем. Мы это уже знаем. По Ялте. По ялтинским
горам. Солнышко светит, но холодно. А еще если едешь 40 километров в час, то холодней вдвойне. Ну хотя с одной стороны педали крутишь, не так как бы холодно. А назад ехать теплее. Подъемчик может то, что ну днем уже как бы чуток воздух нагрелся, но утром, а сколько мы выехали? Почти в 8, вот в 9, в 10 был дубак. Так, что там еще не? Да, сейчас до тоннеля этого длиннющего доезжаем и переставляемся. О, одно деление. Как раз до Вантового моста доехать. Ой, ну да, Вантовый мост же, он же параллельно идет тоннелю этому длинному. Как раз до того места хватит доехать. Где там этот тоннель? Покажись, тоннель. Да, в шлеме на дальней дистанции, блин, жарко гонять.
в мотошлеме. Уже 68 км. Домой доедем, будет где-то около 100. А нет, 100 нет. Где-то будет 90 с копейками. 92 где-то. 93. Вот с озера Рицы, с дачи Сталина в Адлер домой, да, было 105. Ого. Ударили 105-очку. Так, ну где там этот тоннель? Йоксель-Моксель. Вон там горы тоже. Поселок, горы. А туда спускаться дорогой куда-то левее уходить. Мотики помчал. Что-то тоннель этот не виднеется. За вот этими цистернами там за поворотом. Так, тоннель, но это не он. Это коротенький. Вон дальше еще. Что, неужели не доедем до тоннеля, чтобы переставиться, блин? Что стоит, мигает. Траву косит. Ну это короткий, да. Непроглядный туман.
Туман был утром. Сейчас нет уже, да. Кабриолетов тут полно. Какие хочешь. И Мазды, и Ауди, и Феррари. Что там еще? Всякие там BMW, и Мерседесы. И на прокат куча разного всего. Так, по-моему, он уже говорит, что хватит крутить. Я уже устал. Двигатель. Двигатель фирмы Bosch. И батареи. А вон и мост. Вантовый. О, значит, почти доехали. И аккумуляторы тоже Bosch. Немцы. Фантазер. Фантазер. Так, станем здесь, да? Ну да, переставимся. Тут что-то уже тяжко ему крутить. Так, ключа здесь нет у нас. Так, ну что, переставились. Поставили свежий аккумулятор. Слева вантовый мост. А впереди нас ждет тоннель. Тоннель, в который въезжаешь и ждешь, когда он закончится. Да. Едешь и думаешь, дайте света быстрее. Сколько тут можно ехать?
Ой, путаю мост, тоннель. Мостом банковым. Правильно. Рядом, параллельно. Вон виднеется просвет в конце тоннеля. Поднажмем. О, с ракет. Наконец выехали. О, мой длиннющий, падла. Тоннель этот. Фу, да. Что-то уже есть захотелось. В горы, блин, поднимался. Ну, я, в принципе, поднялся до половины, в принципе, да. До половины. Ну, а дальше там подъемы такие пошли. Думаю, да не, ну его нафиг. Пока поднимешься, тем более там тащить надо велик, а не ехать. Там ехать именно, ну, нереально никак. Думаю, да не, ну его нафиг. Еще ж домой ехать. И вот это пока поднимался, блин, силы ушли. А перекусить только сникерс. Ладно, как-нибудь доедем до дома. А до дома осталось километров 20. Да. Какая-то шланга. За этим отбойником. Протянутая. Монастырь направо сейчас будет, но нам налево, вон туда вверх. Забыл только название монастыря. Стоят на работу, наверное, ждут автобус.
фоткаются здесь все. Пойдет тяжело. Пошли. Пятьдесят три. 54. Педали не крутим. Если покрутить, можно и 60 сделать, 65. Отдохнем на спуске. Так, что у нас там? Музыка не играет. Что-то с интернетом, что ли? Что-то с интернетом, наверное. Ага. Сейчас включим. В одном ухе. Здесь будет теплее, ближе к Адлеру уже. Там прям холодно. Там, да, там сейчас к вечеру будет где-то, наверное, +1 или даже 0 уже. А в Адлере будет где-то +8. +7. Похолодало, да. Ну а что, ноябрь же. И так было. Весь октябрь теплый был. Бабье лето было вообще обалденное.
250 идем. По ровной дороге на МТБ. И это при том, что вес велосипеда 28 килограмм, плюс у меня там рюкзак, там то термос, то все. То есть приличный вес. И можно разгонять такую скорость по равняку. А если на турбо и, например, не 11-скоростная система, а 12, то можно притопить по равняку и 60, уже как мопед. Да. Только заправлять не надо, не воняет, не вот эти звуки тарахтит. Фары свои повключали. Еще не темно. Что там? Перестала играть. Велосипедист поехал в Красную Поляну. Что нам? Нет сети, что ли? Странно. Что-то не играет музыка. Грузится что-то. Интернет есть. Антенны все есть. Что-то грузит. О, заиграла. Все-таки связь, да. Парк проезжаем. Вон он. Здесь наша остановочка, когда едем в Красную Поляну. Как раз с Адлера до вот этого места 15 где-то. 15 км.
сейчас мы вставать не будем, мы прям домой. Уже 85. Ну да, еще 10 это 95. Так как раз и почти 100 и будет. Будет 97 где-то, 98. Посмотрим, да. Harley Davidson. Домой хватит головой, даже можно на турбо. Не, ну на турбо не надо. На турбо можно, когда уже будем там в районе аэропорта. Там останется где-то километров 5-7. А здесь пока можно на МТБшке. Что-то жарят на улице, свои дома, костерчик там, шашлычок, что-то еще там, овощи. Да, сейчас бы шашлычка бы с овощами.
Все. Поехала. Рано еще включать освещение это. Да ёпсель-мопсель, очки никак не хотят заходить. О, 3 деления. Адлер. Адлер прямо, да. О, о, о. Вечно возле этого, возле этой кафешки сидят люди. Значит, скучно там. Куча постоянно машин. Мандаринки, хурма, всякие вкусняшки. У нас это все из дома. Фу. Да, подустал уже. Там, конечно, 90 км. Еще этот подъем на этот водопад. Не, туда только пешком. Туда только пешком идти. Вот уже почти район аэропорта. Эх, лужа небольшая. А не, еще аэропорт не виднеется.
Давай, 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 давай. Гоняй уже его. Ну куда ты? Что, не видишь или что? Вылез. Стой. О, молодец. Пропустил. Так, ну чё, по-моему, уже район аэропорта. Да, вон с левой стороны там дальше виднеется. Полиция на джипе, это еще вылезло и сдает назад еще. О, что тут за столпотворение? Вон автобус куда-то лезет в этот ряд. Да, пробки тут, конечно, в Адлере, блин, это просто жесть. Это просто жесть с пробками здесь. Пятерочки пошли. Ну, а ты что на джипе, полиция, стоишь, втыкаешь. О, этот по ямам тут. Ну да, по ямам. Вот куда ты заперся, а? Скажи мне. Здесь еду я. Давай уже езжай. Поворачивай в свой ряд, Вася. Да, пробки жесть. Представляю, летом тут вообще можно машину поставить и забыть. Он какой-то джипарь стоит горный по горам. Вот тут уже
спешит. Спешит он. Ну, все спешат. Домой. Ну, кто домой, кто там на работу. Это да. Кто куда спешит. Собаки балуются. Ой. 3 деления у нас еще. Домой приедем, будет 2. Ну куда лезешь? Идем. Да, тут уже осталось домой километра 3-4 где-то. Куда ты, падла? Сколько раз сгоняешься и поворачивает еще, блин, налево. Гусь. Нам же на мост. Да. Забыл, что нам на мост. Мост, да. Сочи аэропорт. Вон он. Аэропорт Сочи. Два отделения. Как раз хватит доехать. Да.
тут тьма. Тут типа и гостиницы всякие. Гостевые дома, гостиницы, кафешки. Больше гостиниц. Вон столовая, наверное, при гостинице. «96» уже. Осталось понты домой, километра 3-2. Не, ну 2 нет, наверное 3 км, да. Сейчас сюда, туда. Цветут цветы, и я не ты, и ты не я. Есть фильм «Военный мастер» про этого Джеки Чана. Все, почти уже дома. Опа, подпрыгнули. Так, тут только переехать бы вот эту дорогу. Вечно тоже пробки вечные.
Так, ну все. До встречи в горах. До встречи в горах и на трассе.